Здравствуйте, это новости Татарстана. В студии Елена Зинатуллина. И вот о чем расскажем в выпуске. Ни дорог, ни автобусов. Жители поселка Константиновка обратились с жалобой к Александру Бастрыкину. Жалко, с детьми идут, пожилые идут. О транспортной проблеме в репортаже Алены Струминской. Холода пришли, вода пропала. Если надолго, это же тяжело. Я в 3 ведра сейчас налила, успела. Почему жители поселка Юдино в Казани на сутки остались без воды, расскажет Рамиль Галиуллин. Премия Завойского «Вне границ и континентов». Кто получил одну из главных научных премий по физике этого года, расскажет Рамиль Шайдуллин. Сразу 2 смертельных ДТП со схожим сценарием произошли в Татарстане за сутки. В Камско-Устинском и Алексеевском районах автомобили вылетели в кювет. В результате погибли 3 человека. Между Камским Устьем и Ульяновском водитель Kia не выбрал безопасную скорость, потерял управление и опрокинулся в кювет. Он погиб. 2 пассажира госпитализированы в 7-ю горбольницу Казани. Как нам стало известно, мужчина часто превышал скорость и за последние 2 года многократно привлекался к ответственности за такие нарушения. Его стаж более 14 лет. Сегодня утром между Алексеевском и Белярском сначала вылетела в кювет, потом перевернулась «Лада Гранта». В салоне были 4 взрослых и 2 детей. 29-летний водитель получил права всего 2 месяца назад. Он и его 24-летняя пассажирка скончались на месте аварии. 2 пострадавших в состоянии средней степени тяжести доставили в Чистопольскую ЦРБ. Детей с ушибами и травмами госпитализировали в ДРКБ. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Чтобы добраться от дома до ближайшей автобусной остановки, приходится преодолевать расстояние от 3 до 5 километров. Это будни жителей казанского поселка Константиновка. В нем живут порядка 9 тысяч человек. И проблема не в количестве остановок, а в узких дорогах. Проехать не могут ни автобусы, ни машины экстренных служб. Жители обратились к главе следкома России Александру Бастрыкину, который поручил возбудить уголовное дело. Возможно ли решить проблему? В ситуации разбиралась Алена Струминская. Для учебы это немного мешает, да, как раз то, что надо раньше выходить из дома. До остановки полчаса ходьбы. И так каждое утро, таких как Ислам Зинатуллин, пол Константиновки. А зимой как вы пешочком там? Также пешочком проходим. Ну, там уже чуть больше времени, конечно, занимает. Это улица Беловежская в казанском поселке Константиновка. Открываем навигатор и строим маршрут до ближайшей автобусной остановки. Пешком 40 минут, 4 километра. Если в хорошую погоду преодолеть это расстояние еще возможно, то зимой, говорят местные жители, добраться до остановки станет настоящим испытанием. Особенно для пожилых людей и школьников. В Константиновке живут 9 тысяч человек. На весь поселок всего 3 автобусные остановки. И все на центральной улице. Жители отдаленных, таких как Лесная, Привольная, Казанская, проходят до 5 километров. Хотят остановки поближе к своим домам. Из дальних поселков идут, там вот где Лесная, потом Хансувар улица. Проблемы есть уж много, всегда они у нас здесь были. Людей жалко, с детьми идут, пожилые идут. Хочу, чтобы автобус хотя бы до озера довозил. Тяжело идти уже пенсионерам. Роман Вагин уже 20 лет работает водителем 71-го автобуса. Говорит, проблема не в отсутствии остановок. Автобус не может проехать по узким улицам. Как говорят жители, ширина дороги местами не превышает метра. Дороги здесь не предусмотрены для проезда дальше автобусов. Там вообще 2 легковые еле-еле разъезжаются. Вот улица Крылатская. Места на дороге едва хватает одной легковой машине. На узких улочках нет возможности установить остановку. Слишком узко для широких автобусов и машин экстренных служб. Нет ни тротуаров, ни освещения. В комитете транспорта Казани нам пояснили, чтобы решить проблему, надо менять границы участков. Поселки передавались в состав Казани со всеми присущими сельской местности проблемами. В частности, дороги в них изначально не были предусмотрены для движения общественного транспорта. Индивидуальная жилая застройка во многих из них проводилась очень близко к проезжей части. Сейчас для расширения дорог на ряде улиц потребовалось бы изъятие объектов с их последующим сносом. Юристы рекомендуют жителям обратиться в администрацию Советского района, чтобы провести кадастровую проверку и выяснить, законным ли было межевание земель на этих улицах. Также можно обратиться в надзорные органы. У вас есть транспортные права на пользование транспортом. Если вы не можете это сделать, вы вправе обратиться, если нарушаются ваши права, в прокуратуру. Если вас, кроме транспортных прав, еще интересует, как добраться до
учебного учреждения до школы, то вы можете обратиться еще в Министерство образования. На проблему жителей Константиновки обратил внимание глава Слиткома России Александр Бастрыкин. Он дал указание возбудить уголовное дело по факту отсутствия транспортной обеспеченности граждан. Алена Струминская, Адель Миндубаев, ТНВ, Казань. Около 15 тысяч жителей Кировского района Казани сегодня остались без воды. Это поселок Юдино. С 9 утра краны высохли в 50 многоквартирных домах и почти 500 частных. Кроме этого, без воды остались социальные учреждения, 5 детских садов и школа, 14 административных зданий. Причину искал Рамиль Галиуллин. Набирали вода. Жители дома на Красикова запаслись как водой, так и терпением. Воды нет с 9 утра. И таких, как Розалия Шакирова, много. Под отключение попали 476 домовладений. 2-3 ведра собираем и бутылку собираем. Если у тебя запас воды не будет, как надо жить? Тут это чай пить надо, суп-то сварить надо. В данный момент производится переврезка домов и абонентов на новую трассу. На все 26 часов. Настолько без воды оставили жители Юдина. Ремонтные работы идут сразу на 3 участках улиц Ильича и Красикова. Специалисты подключают водопровод к централизованным сетям. Еще с основания поселка, который закладывали в советские времена, она довольно-таки изношенная. Выполняется полная реконструкция водовода довольно-таки большого, диаметром 400 миллиметров, от которого питается практически весь поселок. Несколько раз в сезон давала сбой. Труба текла в каких-то соединениях. Сейчас будет все новое. Из-за работ краны пересохли в 50 многоэтажках. Еще в 120 снизилось давление. Я 3 ведра сейчас налила, успела. Утром? Да, утром. Пока пришла с работы и налила. Нужная работа, а как же, везде же в аварии. Все это мы понимаем, принимаем и входим в ситуацию. Водоканал сообщил, ремонт завершат к 11 часам завтра. По нашим подсчетам, из-за переподключения сетей на сухом пайке оказались примерно 15 тысяч казанцев. Без воды сегодня остались не только жилые дома. Также от коммуникации отключены и социальные учреждения. Это 14 административных зданий, 5 детских садов и 1 школа. В них сегодня пусто. В 152-й гимназии учатся больше 1000 ребят. Для них сегодня и завтра занятия на дому. Обучение у ребяток проводится онлайн по особому расписанию в соответствии с нормами Санпина. Ребята подключаются к образовательной платформе «Сферум», к которой они уже все подключены. Учитель делает групповой звонок, видео, и ребята все выходят на эту платформу. Как предупредили в водоканале, это не последнее масштабное осеннее отключение. 1 октября частично останется без воды практически весь центр Казани. Рамиль Галиуллин, Игорь Романов, ТНВ, Казань. В Госсовете нового созыва начались заседания комитетов. Депутаты готовятся к предстоящей сессии. Неожиданно острой выдалась сегодня первая встреча новых членов Комитета по законности и правопорядку. С критикой на мировых судей обрушился новоиспеченный депутат, герой России Расим Баксиков. К примеру, Алмаз Екфаров, рекомендованный к бессрочному назначению на один из участков Альмейстовского района, нарушал ПДД и привлекался к ответственности 23 раза. За последние 5 лет больше 100 нарушений совершили его родственники. Сделал вывод, что и вы, и ваши близкие родственники систематически нарушаете правила дорожного движения. Там больше нарушений по камерам, то есть машины не только... Понятно, что по камерам, а как еще нас фиксируют? Да. Профилактическая беседа проведена, больше не повторится. Что касается в отношении судей, такого вообще недопустимо. Обсудили парламентарии и ситуацию на дорогах, а именно частые аварии с участием подростков на питбайках. Марат Бариев напомнил о трагедии, которая произошла в выходные. 13-летний мальчик разбился на квадроцикле в попытке скрыться от сотрудников ГАИ. По словам депутата, он готов участвовать в проработке законодательных инициатив по профилактике и пресечению таких ЧП на республиканском и федеральном уровне. Марат Бариев отметил, обсудить ситуацию нужно в формате круглого стола, после чего приступить к выработке решений. В республике завершается уборочная страда. Сегодня Рустам Миниханов выразил благодарность хлеборобам, которые, несмотря на все сложности, заморозки в мае, суховей в июле и осадки в августе, смогли вырастить и собрать достойный урожай. В Татарстане намолочено более 3 миллионов 600 тысяч тонн зерна. Урожайность составила 27,8 центнера с гектара. Продолжается уборка пшеницы, гречихи, подсолнечника, сахарной свеклы и картофеля.
Из-за погодных условий есть существенные потери урожая. Убытки больше 3 миллиардов рублей. Первые итоги уборочной кампании на брифинге сегодня подвел глава Минсельхозпрода Республики Марат Зебаров. Прогнозируют небольшой, но рост цен на зерно. Новые возможности для экспорта открывают новые мультимодальные центры. Еще один строится сейчас в Лениногорске. Многие хозяйства, оценивая ситуацию на рынке, возделывают высокомаржинальные культуры. В этом году увеличились площади рапса, подсолнечника, сои, масличного льна, сахарной свеклы. Вероника Гайнудинова подробнее. Год был не совсем простым для сельхозтоваропроизводителей. Уборочная кампания в Татарстане на финишной прямой. Весомый вклад в Каравай Республики внесли Буинский и Тетюшский районы. Больше 170 тысяч тонн зерна. Арские свыше 160 тысяч. Самые низкие показатели в Агрызском, Ютазинском, Бавлинском. Там меньше 50 тысяч тонн. Поздняя уборка всегда достается это гречихи. Осталось около 4 тысяч яровой гречихи. По оперативным данным, на сегодняшний день в закрома поступило 3 миллиона 662 тысячи тонн зерна средней урожайностью 27,8 центнеров с гектара. Перед началом уборки рассчитывали на более высокий урожай, но двухнедельные дожди сдвинули уборочные работы и привели к потере свыше 10% урожая. Недополучили около 300 тысяч тонн продукции. Это более 3 миллиардов рублей. Хотя вложений в этом году было больше, чем в прошлом, отмечает министр. Если в 2023-м на растениеводство направили 68 миллиардов, в этом 73 миллиарда. Марат Зебаров прогнозирует, пусть небольшой, но рост цен на зерно. У кого есть возможность сегодня зерно, они держат. В любом случае цена на хоть как-то небольшой подъем имеется. Еще непонятно, что будет впереди. Вот последние дни читаем, очень много регионов у нас вводят режимы ЧС. Надеемся, что определенный скачок цены он какой-то будет. Ну вот и тот путь реализации зерна через вот наши сейчас вот новые элеваторы, он тоже определенное увеличение цены в принципе дает. Из нового мультимодального логистического центра в Свияжске отправили 43 вагона с зерном через порт в Новороссийске. Его экспортируют в Турцию. Такой же элеватор сейчас строят в Лениногорске. Его планируют ввести в эксплуатацию в 2026-м. Но морские порты достаточно далеко. Логистика обходится дорого. Рынок заставляет аграриев пересмотреть структуру посевов и переходить на высокомаржинальные культуры. За последние несколько лет более 200 тысяч гектаров у нас зернового клина перешли в клин высокомаржинальных культур. Это подсолнечник, это кукуруза на зерно, это рапс, это соя, это лен масличный, это нут. Вот такие культуры, именно те культуры, которые сегодня имеют хорошую цену, которые имеют сегодня хороший спрос и есть на них потребность. Одна из главных проблем аграриев – неподъемные кредиты. Из-за высокой ключевой ставки Центробанка льготные кредиты для сельхозпредприятий выдают по плавающей ставке. Годовые займы под 11,5%, малым формам хозяйствования под 7,7%. На сегодня лимит, выделенный республике, израсходован в полном объеме. Аграриям согласовали 175 кредитов на 16,5 миллиардов рублей. Потребность у них высока в кредитовании, как я и говорила. Предприятие АПК – это все-таки на сегодняшний день это продовольственная безопасность страны, это очень важно, нужно, есть хочется всегда. Кредиты, особенно вот на сезонно-полевые работы, в рамках, это льготное кредитование 12 миллиардов, фактически было чуть больше миллиарда на 2-3 по коммерческим ставкам, потому что предприятие вынуждено брать по коммерческим ставкам. Высокими темпами идет заготовка кормов. В 11 районах годовые запасы больше 80%. Ждут хороший урожай сахарной свеклы и картофеля. Вероника Гайнудинова, Альбина Минаева, ТНВ, Казань. В Казани сегодня вручили международную премию имени Завойского. Неформально ее называют Казанской Нобелевской. Премия вручается раз в год ученым, совершившим научный прорыв в области электронного парамагнитного резонанса. В этот раз премию присудили 2 светилам науки – Роберту Гриффину, профессору химии Массачусетского технологического института, а также Анатолию Ванину, профессору Московского федерального исследовательского центра химической физики имени Семенова. Последний посвятил этому вопросу 60 лет. Рамиль Шайдулин об ученых с мировым признанием. Раз в год в Большом актовом зале Академии наук собираются ведущие физики и химики со всего мира. Здесь вручают премию Завойского. В этом году сразу 2. Мы вас поздравляем от всего научного сообщества. Поздравляем. Чтобы и дальше они в своих научных исследованиях знали, что есть поддержка
нашей научной школы Республики Татарстан. От имени ученого сообщества и руководства республики Рифкат Миниханов поздравляет российского профессора Анатолия Ванина и американского ученого Роберта Гриффина. Оба совершили прорыв. Один в методологии, другой в применении. Профессор Гриффин внес огромный вклад в развитие именно инструментов. Анатолий Федорович отличился тем, что он применил ЭПР, электронный парамагнитный резонанс, первым для того, чтобы сделать важнейшие наблюдения относительно роли ЭНО в живых организмах и в медицине. Электронный парамагнитный резонанс непростое даже для ученых, не говоря и о простых людях, направление, которое, тем не менее, окружает нас всюду, как воздух. Заслуга ученых в том, что они могут направить это свойство на пользу всему человечеству. Анатолий Ванин посвятил 60 лет изучению оксида азота. Это вещество уже давно используют как лекарство, но благодаря принципам электронного парамагнитного резонанса профессор доказал, оно вырабатывается и в человеческом организме. Фактически мы создали лекарство природного происхождения, то есть оно возникает в организме. И эти лекарства мы будем сейчас использовать. Опыты показали, методика Ванина позволяет успешно лечить ковид, легочную и сердечную гипертонии. Такую же награду вручили и профессору Гриффину. На церемонии он присутствовал по видеосвязи. Для мирового ученого сообщества эта награда как Нобелевская премия. Электронный парамагнитный резонанс лежит в основе всего, что мы знаем. И знание этих принципов дает нам решение вопросов тогда, когда другие техники просто не работают. Вот почему получить премию Завойского – это очень престижно. Премия Завойского учреждена в 1991-м и вручается каждый год за новые открытия в области парамагнитного резонанса. За 33 года ее получили больше 40 ученых из России, Индии, Германии, Японии, США, Израиля, Нидерландов, Великобритании и Швейцарии. Рамиль Шайдуллин, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Сегодня Рустам Миниханов встретился с руководителем Росреестра Олегом Скуфинским. Он приехал в Татарстан с рабочим визитом. Раиса вручил Олегу Скуфинскому медаль ордена за заслуги перед Республикой Татарстан. Награды он удостоен за плодотворное сотрудничество и вклад в укрепление социально-экономического потенциала региона. Такой же медаль удостоена и заместитель руководителя Росреестра Елена Мартынова. На встрече обсудили дальнейшее взаимодействие с Федеральной службой на межрегиональном уровне, а также внедрение национальной системы пространственных данных. Также Рустам Миниханов встретился с Сергеем Лебедевым, заместителем директора Федеральной службы войск Национальной гвардии России, главнокомандующего войсками Нацгвардии. Обсудили взаимодействие по обеспечению правопорядка и безопасности в республике, совершенствованию материально-технической базы Росгвардии по Татарстану. Сегодня в Казани ключи от первой «Лады Гранта» со специализированным ручным управлением получил ветеран СВО Адель Уркунбаев. Он профессиональный военный, в зону спецоперации попал в первые месяцы. При выполнении боевой задачи на Харьковском направлении получил сразу 2 ранения, одно из них в поясницу. Награжден орденом Мужества. Сейчас Адель передвигается на инвалидной коляске. Адель Уркунбаев, как участник СВО, первым в Татарстане получил автомобиль, приспособленный под его нужды. Сегодня вместе с ключами ему вручили госномер, набор инструментов и сертификат на заправку. Вместе с ним благодарственные письма и подарочные наборы получили еще несколько участников СВО. Закупка транспорта для ветеранов спецоперации – инициатива фонда «Защитники Отечества». Ее поддержал Владимир Путин. Чувствуется супер. Еще не ездил на дальние, только так. 100 метров туда, 100 метров обратно. Отличий нет никаких. Вообще нет никаких. Обычные гранты, просто ручное управление поставили. Наша главная задача ведь сегодня их поддержать. После возвращения в зону специальной военной операции предоставление автомобилей предусмотрено для тех ребят, у которых имеются серьезные ранения, где-то даже увечья, можно сказать так. И, конечно, автомобиль – это серьезное подспорье в том, чтобы сделать их жизнь более динамичной, мобильной. Рустам Миниханов сегодня встретился с руководителем Федерального агентства по делам молодежи Григорием Гуровым и председателем движения «Первых» Артуром Орловым. Раис поздравил их с назначением на новые должности. Татарстан продолжит активно развивать молодежное направление. В республике и дальше будут поддерживать проекты молодых и их инициативы, отметил Рустам Миниханов.
Новые айфоны уже в Казани. Ровно через 2 недели после презентации компании Apple сеть магазинов «Ребро» одной из первых привезла последние новинки в столицу республики. И даже провела презентацию, где ценители этих гаджетов смогли лично опробовать новые айфоны. Дым, живой оркестр и приглушенный свет. По своему размаху событие напоминает последнюю презентацию компании Apple. И вот главные ее новинки уже в Казани. iPhone 16 и iPhone 16 Pro. Apple Event организовала сеть магазинов «Ребро». Уже больше 5 лет они продают оригинальную технику Apple и других мировых брендов. iPhone последние модели одними из первых привезли уже через 2 недели после официальной презентации. Там обновили камеру, добавили новую кнопку, процессор стал мощнее. Но если вы не готовы сейчас обновляться на новое устройство, то присмотритесь к старым моделям. Они все еще актуальны, и у нас в магазине все можно посмотреть. Уже сегодня новинки у нас появятся на выставочных стендах. Филиале 2, Юго-Западная 7. Мы приглашаем всех протестировать все фишки гаджетов и оформить предзаказ. Новый iPhone по предзаказу можно получить с 1 по 3 октября. Тогда же новинки появятся в магазинах сети. Сегодня в Казанском Кремле открылась обновленная выставка большого историко-этнографического проекта «Традиционный костюм народов Поволжья». В экспозиции 44 образа. Их воссоздали по итогам 2-летних экспедиций, большой работы с архивными данными и фондами. Мастера проехали свыше 20 тысяч километров. Проект реализован при поддержке Раиса Татарстана и стартовал в год национальных культур и традиций. Результаты уже вызвали большой интерес среди российского научного сообщества. Уникальные костюмы народов Поволжья сегодня увидел и Рузаль Шарипов. Создавали мы его по историческому костюму, который хранится в Кунсткамере Санкт-Петербурга. Костюм казанской татарки 19 века, тот самый рисунок, цвет и фактура. И в старину, и сейчас при воссоздании использовали уникальный крой, а шили платья из редких для того времени шелковых тканей. Некоторые из них завезены из-за границы. Эта ткань была создана в Греции, и у нее тот самый рисунок, который бытовал в 19 веке. Мы ее закупали в Москве, есть там мастерская, которая изготавливает вот эти облачения. И вот удивительно то, что ткань создана для православных священников, отражает костюм городской татарки. За 2 года сотни мастеров воссоздали 44 костюма. Это образы русских, татар, башкир, марийцев, мордвы, удмуртов, чувашей, проживавших в Поволжье в 19-20 веках. Их сегодня презентовали заместителю председателя Госсовета, председателю комиссии по родным языкам Марату Ахметову. У уникальной коллекции нет аналогов в России, говорят эксперты. Каждый элемент отражает определенный характер, смысл, образ жизни того периода, того населенного пункта. Через эту работу мы проводим целевую такую очень мощную работу по единению нашего многонационального народа. В рамках проекта впервые изучили наряды, находящиеся в частных коллекциях в 100 сельских музеях. Объездили весь Татарстан. В селе Красновидово Камско-Устинского района увидели детали праздничного костюма русской женщины. Есть восприятие со сцены. Да, огромные кокошники, оляпистые цвета, куча вышивки. Упрощается, на смену сложносоставным головным убором приходят платки фабричные, которые носили все. И они были также востребованы, и они были очень, и желанными, и красивыми, и показывали уровень достатка, что мы можем себе купить это. Образ кряшен смогли в точности воссоздать после командировки в одно из сел под набережными Челнами. Выяснили, множество элементов кряшены наслаивали друг на друга, чтобы усилить силу оберега. Некоторые образцы были черно-белые. Мы ездили специально в поля, и там находили женщин, которые показывали свои костюмы. Некоторые из них даже давали фотографировать и замерять. Все здесь до миллиметра, все выверено. Мастера признаются, самым сложным было найти мужские наряды, хотя проводниками моды в Поволжье считался сильный пол. Для удмуртских образов специально чеканили монеты. Многие платья ткали на станках, а старинное оборудование для создания каблука заменили 3D-принтером.
для того, чтобы мы не наступали на одни и те же грабли. В последнее время стало очень модно воссоздавать и делать новые костюмы, новые коллекции с этнокомпонентом. Но бывает и так, что мы не совсем знаем свою историю. Могут объединить то, что носилось в середине 19 века, с тем, что носилось в конце 19-го, начала даже 20-го столетия. Либо сельские компоненты с городскими. По материалам исследований планируют шить костюмы для ансамблей. Образцы также могут помочь современным дизайнерам. Выставка будет работать в зале присутственных мест Казанского Кремля до конца года. Рузаль Шарипов, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Это были новости Татарстана. Еще больше информации в нашей группе ВКонтакте и Телеграм-канале. Сейчас прогноз погоды с Динаром Бодрудиновым. До встречи в 21:30. Жить на берегу озера рядом с природой. Что может быть лучше? Новый жилой комплекс «Алтын-Яр». Ипотека 3,5%. Без удорожания стоимости квартиры. «Алтын-Яр». Гармония комфортной жизни. 216 68 68. Теперь присоединиться к электрическим сетям проще, чем кажется. Зайдите на сайт сетевой компании, авторизуйтесь, подайте заявку на техприсоединение и следите за ее исполнением с мобильного устройства. Сетевая компания. С заботой о каждом, с энергией для всех. В ленте с 12 по 25 сентября недели халяль. Скидки до 40%. Творог «Очень важная корова» 180 граммов 69 рублей. Лента. 2 по цене одной. Только в сентябре. Купи куртку и получи вторую абсолютно бесплатно. Ермак, Волгоградская 8 и Зорги 77. А с промокодом еще дешевле. Только в сентябре в мобильном приложении «Фармленд» повышенная скидка по промокоду МОБ0924. Вот это я удачно в «Фармленд» сходил. Стильные полноприводные пикапы «Фотон Тунленд G7». Комфортные фургоны «Фотон Туано» в европейском стиле. Маневренные и выносливые грузовики «Фотон S» и D серии полной массой от 3,5 до 12 тонн. Все варианты коммерческой техники «Фотон» в Луидор, Казань, Ярослава-Гашека 7. Телефон 8 800 51 12 440. Луидор. Двигатель вашего бизнеса. Крысы атакуют! Ротобор. Мощный ответ. В доме спокойно. Грызунов больше нет. Ротобор. Истребитель крыс и мышей. Эффективное средство. 27 сентября. День греческой косметики в аптеке «Фармленд». ШТРК «Тандем». Консультация экспертов, подарки и скидка 20% на косметику марки «Апивита». Осенние каникулы в детских оздоровительных лагерях компании «Татнефть». С 27 октября по 2 ноября «Солнечный», «Чайка», «Березка», «Факел» и «Юбилейный». Профильная программа по направлениям: мастер-класс, спорт, бассейн, отличные условия и множество приятных сюрпризов. Окружаем заботой беззаботное детство. Здравствуйте, Исядмсис, в студии Динар Бодрудинов. На погоду в Татарстане продолжает влиять мощный, обширный антициклон. Подробности прямо сейчас. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Варске, Балтаси и Высокой горе ясно, без осадков. Температура днем плюс 17-19, ночью 4-6 градусов тепла. В Буинске, Камском устье, Дрожжаном солнечно, дождей не ожидается. Температура днем плюс 17-19, ночью от 3 до 8 градусов тепла. В Чистополе, Черемшане и Новошишминске будет малооблачно, осадков не прогнозируют. Температура днем плюс 16-17, ночью от 0 до 7 тепла. В Набережных Челнах, Мензелинске и Агрызе переменная облачность, без дождей. Температура 15-16 градусов тепла днем и от 3 до 6 тепла ночью. В Альметьевске, Лениногорске и Урусу солнечно, без осадков. Температура днем плюс 14-16 градусов, ночью температура от 0 до 3 градусов тепла. В туристических городах республики также будет светить солнце. В Свияжске днем плюс 18, ночью 6 градусов тепла. Будет ясно, без осадков. В Болгаре днем 17 градусов, ночью около 7 градусов выше нуля. Здесь переменная облачность, дождей не обещают. В Елабуге температура плюс 16 градусов днем и плюс 5 градусов ночью. Переменная облачность, осадков не ожидается. В Казани солнечно, без осадков. Температура днем составит 18 градусов тепла. Ночью будет плюс 8. Атмосферное давление выше нормы. Оно составит 764 миллиметра ртутного столба. Ветер юго-западный около 3 метров в секунду. Влажность воздуха 32%.
Магнитное поле Земли спокойное. Это все о погоде. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. Күннәргіз мұшлы болсын.